С 23 по 26 июня в городе Якутске состоится третья международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование. Путь к успеху». В работе международной конференции примут участие 14 российских и зарубежных ученых, ведущих научные исследования в области развития инклюзивного образования, обучающихся с особыми образовательными потребностями. И одна из гостей сегодня в нашей студии, мы рады ее представить, Анна Дубовая, проректор по международным связям и инновационной деятельности Донецкого национального медицинского университета. Доброе утро. Доброе утро. Анна Валерьевна, здравствуйте. Вот, пожалуйста, расскажите о своем университете. Какая работа ведется как раз-таки по внедрению непрерывной системы инклюзивного образования в Донецкой Народной Республике? Наш вуз имеет многолетнюю историю. С 1930 года он функционирует на территории Донецкой области, а сейчас Донецкой Народной Республики. То есть в этом году мы отмечаем 92 года с момента нашего образования. Вуз аккредитован в Российской Федерации. То есть наши выпускники получают дипломы образца Российской Федерации. Направление инклюзивного образования чрезвычайно актуально. И в нашем университете ведется работа, начиная от детского сада, школы, вуз и все этапы дальнейшего уже профессионального становления, и не только врачей, но и представителей других профессий. Поэтому мощная база создана, мощный кадровый потенциал, 120 докторов наук, 450 кандидатов наук, 85 профессоров обеспечивает качественный образовательный процесс и лечебную деятельность. Говоря о инклюзивном образовании, с 2016 года нами проведено 39 конференций, преимущественно в онлайн-формате, с ведущими вузами Российской Федерации, Республики Беларусь, Монголия принимает участие в наших совместных мероприятиях. В 2021 году на базе кафедры психиатрии создана лаборатория психического здоровья для того, чтобы обеспечить как раз индивидуальный подход к каждому студенту, имеющему особые потребности образовательные. И постоянно проводится мониторирование качеством образовательной деятельности, удовлетворенности студентами нашим образовательным процессом, и совершенствуется эта работа. Направления формируются в зависимости от потребностей здравоохранения, образования, и ежегодно мы выпускаем монографии, учебные пособия, статьи, посвященные этому актуальному направлению, и участвуем в различных мероприятиях, в том числе и благодарны организаторам конференции за приглашение принять участие, поделиться нашими результатами работы, узнать, что нового происходит здесь, в республике, и очень интересно на самом деле. Анна Валерьевна, вы впервые в Якутии? Да, впервые. Нам всегда интересно наших гостей, которые впервые в Якутии, Да. узнать впечатления. Что вам понравилось? Впечатления очень положительные. Очень понравились открытые, гостеприимные люди. Понравилась кухня, понравилась архитектура, понравилось отношение. Настоящее патриотическое к своей культуре, к традициям. Это очень радует и действительно наполняет сердце и душу зарядом положительных эмоций и дарит очень яркие, прекрасные моменты. Что касается конференции, вчера уже был первый день. Что такого главного уже на вот этих встречах было, обсуждалось? Какие мастер-классы были проведены и вообще какие острые проблемы были затронуты? Да, вчера состоялись интересные мастер-классы. Обращает внимание очень высокий уровень подготовки, начиная от заведующих детскими садами, которые готовили свои мастер-классы, директора школ, это следующий уровень образования, вуз. Интересный мастер-класс профессор Егоров Пантелеймон Романович продемонстрировал именно внедрение и аудиовизуальных средств, и системы Брайля именно при работе со студентами, имеющими особые образовательные потребности. Было очень интересно увидеть на практике, как это внедряется, как используется, и действительно позволяет студентам, и не только студентам, а и преподавателям, полностью адаптироваться и расти, развиваться, совершенствоваться, достигать высоких научных результатов и совершенствоваться в профессиональном плане. Скажите, а вот какие перспективы внедрения вот вообще непрерывной связи, да, вот инклюзивного образования, включая, допустим, детский сад, школа, техникум, да, вот непосредственно, допустим, ну вот, на ваш взгляд? На наш взгляд, все перспективы для этого есть. И такой потенциал, который продемонстрировали нам вчера, конечно, он должен быть в каждом регионе, в каждой республике, и поскольку действительно это позволяет полностью влиться, еще начиная с детского сада, и в дальнейшем совершенствоваться, расти, развиваться абсолютно полноценным членом общества. Угу.
Еще такой вопрос. Сейчас мир не стоит на месте. Вот эти вот современные все технологии, используются ли они как раз-таки для образования? Конечно, безусловно. И вчера мы увидели, начиная от детского сада, школа и вуз, действительно применение на практике всех тех образовательных технологий, которые в настоящее время разработаны. Это очень интересно, и за этим будущее. Мгм. Ну и как раз-таки сейчас, пользуясь моментом, вы можете пригласить людей, заинтересованных как раз-таки для участия в этой конференции, где, когда будет проходить, какие, может быть, заявки нужно предварительно подать и где можно поучаствовать. Сегодня, уважаемые коллеги, в 9 часов состоится открытие пленарного заседания. Основной центр — это наш федеральный университет, наш уже ставший нашим родным. И затем во второй половине дня будут работать различные площадки, секционные заседания состоятся, и каждый может принять участие. Здесь нет необходимости предварительной заявки, полностью открытая для посещения мероприятия. Ну, Анна Валерьевна, мы, во-первых, хотели бы поблагодарить вас за то, Спасибо. что вы посетили наш утренний эфир. Ну, а во-вторых, конечно, пожелать вам успехов, удачи в вашем Спасибо. очень нужном труде. Спасибо вам большое. Спасибо большое.